Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами помощник Канашского межрайонного прокурора Чувашской Республики Константинов Андрей Викторович. И сегодня я расскажу вам об изменениях, которые произошли в сфере законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов. Итак, с 1 июля 2018 года вступили в законную силу изменения в Федеральный закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а также о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, которыми на застройщиков, получивших разрешение на строительство многоквартирных домов после указанной даты, возложены дополнительные обязанности. Итак, возможность строительства жилых домов с привлечением средств граждан получили только те организации-застройщики, которые, во-первых, имеют не менее чем 3-летний опыт работы с привлечением средств граждан для строительства многоквартирных домов и разрешение на ввод жилья не менее 10 тысяч квадратных метров. Также застройщики обязаны иметь счета в одном из уполномоченных законодательством банков, и на застройщиков возложена обязанность размещать денежные средства на счете уполномоченного банка на дату направления проектной документации в размере не менее чем 10% от общей стоимости проектного строительства. Застройщикам запрещено участвовать в деятельности организаций как коммерческих, так и некоммерческих, а также вести строительство многоквартирных домов по нескольким разрешениям строительства. Привлекать деньги застройщиков могут только те организации, в случае, если для строительства многоквартирных домов, указанных в разрешении строительства, за исключением случаев, когда денежные средства размещаются на счете escrow, то есть когда деньги участников долевого строительства хранятся в банке и передаются застройщикам только после исполнения обязательств по строительству и передаче многоквартирного дома. Также установлена обязанность осуществлять отчисление в специализированный фонд не менее чем 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия. Средства фонда предназначены на достройку проблемных объектов, а также на выплату денежной компенсации дольщикам. Указанные изменения в действующем законодательстве направлены на дополнительную защиту прав граждан, участников долевого строительства. Спасибо за внимание. Здравствуйте, я помощник Канашского межрайонного прокурора Лушников Игорь Николаевич. Канашским районным судом удовлетворен иск Канашского межрайонного прокурора об обязании администрации поставить на учет гидротехническое сооружение. Проведенной Канашской межрайонной прокуратурой проверкой установлено, что на территории одного из сельских поселений Канашского района на притоке реки Малый Цивиль имеется не находившееся в едином государственном реестре и являющееся безхозяйным гидротехническое сооружение. В связи с этим Канашский межрайонный прокурор обратился в суд с административно-исковым заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц к администрации сельского поселения, на территории которого находится плотина, об обязании принять меры на постановке ее на учет. По результатам рассмотрения иска в суде требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Перед вами помощник Канашского межрайонного прокурора Лисицын Алексей Сергеевич. Установлен единый порядок перезаключения договоров аренды государственного или муниципального имущества на новый срок. Так, в статью 17.1 Федерального закона о защите конкуренции внесены следующие изменения. Определено, что по истечении срока договора аренды государственного или муниципального имущества, заключенного по результатам проведения торгов или без их проведения, заключение такого договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не предусмотрено договором и срок действия договора не ограничен законодательством. Эти положения распространяются также на случаи заключения на новый срок договоров государственного или муниципального имущества, заключенных до 2 июля 2008 года. Кроме того, предусмотрено, что при заключении без проведения конкурса или аукционов и исполнении договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества, государственных или муниципальных образовательных организаций, являющихся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, договоров аренды государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, их цена может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором. Старший помощник Канашского межрайонного прокурора Егорова Нина Вячеславовна.
По инициативе прокуратуры суд запретил доступ к сайтам, содержащим информацию о предоставлении займов денежных средств. Канашской межрайонной прокуратуры в рамках мониторинга информации, размещенной в сети интернет, выявлены 3 сайта, на страницах которых размещены предложения неопределенному кругу лиц, в том числе жителям города Канаш и Канашского района, о возможности заключения договоров займа и получения денежных средств в долг под расписку. С учетом характера деятельности, а именно предоставления денежных средств на условиях возвратности, платности, срочности и цели извлечения прибыли, она подпадает под положение федерального закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаций, согласно которому такую деятельность могут осуществлять лишь субъекты микрофинансовой деятельности. Статьей 14.56 КоАП Российской Федерации предусмотрена административная ответственность за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов. Федеральный закон об информации, информационных технологиях и защите информации запрещает распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Вход на сайт был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием данного информационного сайта мог любой интернет-пользователь. Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с соответствующим заявлением. Ленинский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики удовлетворил требования прокурора и признал информацию, размещенную на выявленных сайтах сети интернет, запрещенной для распространения в Российской Федерации. Спасибо за внимание.